Объем выполненных строительных работ за январь-ноябрь вырос в 1,7 раза. Сопоставимых ценах к аналогическому периоду прошлого года составил 9,8 миллиардов. Рост по всем показателям. Юнусбек Евкуров заслушал доклад министра экономики по итогам развития региона за 2017. 31 января 43-го Паулюс и его армия капитулировали. Враг повержен. 75 лет назад советские войска успешно провели операцию «Кольцо» и освободили Сталинград от немецких захватчиков. Возрождение после стихии. Вице-премьер Багаудин Аздоев пообщался с жителями Икажева, пострадавшими от наводнения. Большим спросом пользуется русская литература, так называемая. Это литература дореволюционного периода. Теперь есть где хранить книги. В Малгобекском районе открыли новую библиотеку. Продемонстрировать свои навыки обращения с мячом именно в футбольной составляющей решили сегодня альпинисты, которые собрались в Джайрахском районе Горной Ингушетии. Альпинизм и футбол в тандеме. В Горной Ингушетии состоялся матч по донбайскому футболу. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. 8-летие со дня образования сегодня отмечает Конституционный суд Ингушетии. С этой даты глава республики поздравил председателя суда Аюпа Гагиева. В ходе встречи Гагиев рассказал об итогах деятельности суда и Ассоциации юристов Ингушетии, в которой он является председателем. Так, в минувшем году Конституционным судом республики рассмотрено 4 дела. По всем ним приняты соответствующие решения. Указывали на те узкие места, где могут быть потом обнаружиться коллизии, несоответствия федеральному законодательству. И нам удалось еще до рассмотрения законопроекта официально эти вопросы снимать. Активно мы работали с нашим телевидением и средствами массовой информации в плане правового просвещения граждан. Мы организовали 20 телевизионных передач и 16 передач на радио, где рассказывали о новых законах, о правах граждан, как поступать в той или иной ситуации правовой. Если говорить об деятельности ингушского отделения Ассоциации юристов, мы среди 84 отделений входим в десятку лучших отделений по Российской Федерации. Несмотря на то, что у нас и нет таких ресурсов, как у таких больших отделений, как у Московского, Свердловского и так далее, но несмотря на это, мы работаем, и наша работа, она отмечается федеральным центром. Для примера хочу сказать, что это единственная организация, которая аккредитована Министерством юстиции России и имеет право проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных актов. Если бы у нас это отделение не работало, нам пришлось бы в других субъектах заказывать, оплачивать и проводить эти экспертизы. А мы уже второй раз уже прошли аккредитацию. У нас есть группа экспертов, которые проводят и экспертизы, налажено взаимодействие с правительством, со всеми исполнительными органами власти, с прокуратурой активно сотрудничаем в этом плане, и никаких проблем здесь у нас не возникает. Конечно, продолжать деятельность Конституционного суда, да, это не такие объемы работы, как судов общей юрисдикции, но, тем не менее, это атрибут власти, государственности, поэтому здесь, конечно, надо, максимально выдерживать те направления, которые есть. Важных достижений прошлого года Аюп Гагиев назвал выпуск книги об истории становления и развития ингушской государственности. Конституционное правовое развитие Ингушетии, история и современность. Его автором является сам председатель суда. Очерк, начиная с 20-х годов прошлого века, как наше государство сформировалось. Была Ингушская автономная область, потом что происходило до настоящих дней. Затем мы собрали здесь с помощью моих, тех, кто мне помогал, это Мурат Келигов, Мухарбек Декажев, Якуб Патиев, они мне помогали в этом. Все документы, которые имели отношение к принятию Конституции, какие поправки предлагались, какие органы создавались. Да? Это даже уникальные документы, многие из личных архивов мы их достали и опубликовали. Впервые они здесь приводятся в этой книге.
граждане, что писали о Конституции, о проекте, да, какие они предлагали, свои предложения вносили. Затем наши символы приводятся. Флаг, герб и гимн приводятся вот здесь. Вот, изображение, текст закона, да, и так далее. Потом и в конце наша Конституция на русском и ингушском языке. Вот такую книгу мы сделали. Вот я с подписью, с благодарностью за поддержку, добрые отношения хочу ее вам вручить. И вот это вот такой наш вклад вот, в празднование 25-летия республики. Вот как раз она вышла к концу 2017 года. Насчет книги, то, что мы с вами вместе обсуждали, и само правовое развитие Республики Ингушетия, и сам вестник, где должны там написано быть. Это одно дело, когда вот в таких книжках, а другое дело, я надеюсь, что это есть на вашем сайте, опубликованном. По этому поводу надо, конечно, и на НТК выступить и сказать, людям дать направление, где люди могут там, желающие, обратить свое внимание. Особенно, если брать вот этот исторический материал, воспоминания людей, то это может такое, для людей это может быть там, полезно. Обязательно. Юнусбек Евкуров отметил, что за 8-летний период работы Конституционный суд Республики Ингушетия внес весомый вклад в обеспечение верховенства права, укрепление основ правового государства, защиту прав и свобод гражданина на территории региона. Ингушетия по итогам 2017 года показала рост в социально-экономическом развитии. Положительная динамика зафиксирована в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве жилья, построено и введено в строй ряд значимых для республики социальных объектов. Об этом говорится в докладе об итогах социально-экономического развития региона за 11 месяцев 2017 года, который в ходе встречи с главой республики представил министр экономического развития Умалат Таршхоев. По словам министра, с учетом открытия ряда предприятий, индекс промышленного производства за указанный период составил 116% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге регион занял второе место по СКФО и шестое по России. На динамику показателя повлияла деятельность таких предприятий, как САД-Гигант Ингушетия, завод по производству энергосберегающего оборудования на базе сверхярких диодов, швейное объединение Ингушетия, а также завод по производству радиаторов. Наблюдалось также увеличение производства пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий у компании «Техстрой» в Карабулаке. Юнусбек Евкуров отметил результаты проделанной работы и акцентировал внимание на важности дальнейшей реализации государственных и отраслевых программ в различных секторах экономики региона. Нестеровского завода кирпичного. Объем выполненных строительных работ за январь-ноябрь вырос в 1,7 раза. Сопоставимых ценах к аналогическому периоду прошлого года составил 9,8 миллиардов рублей. Прогноз 7,100. Здесь мы по Северо-Кавказскому федеральному округу на первом месте по темпам роста. Значительный идет рост. Ввод жилья в январе-ноябре 2017 года составил 218 тысяч квадратных метров, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Здесь мы тоже первое место по СКФО по темпам роста. Прогноз у нас 250, но мы выходим по 12 месяцев как раз приблизительно 250 тысяч квадратных метров. Индекс потребительских цен за период с начала отчетного периода 2017 года, соответственно, периоду прошлого года составил 102,57. Это мы показали лучший результат по снижению уровня инфляции по СКФО. Прогноз был 104,5, то есть почти в 2 раза меньше у нас инфляции, чем был прогноз. Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2017 года сложился в размере 21 миллиард рублей, что почти на 4% выше уровня прошлого года. Тоже у нас первое место по СКФО. Прогноз был 23 миллиарда, но мы полгода так примерно и выходим. Здесь рост за счет ряда точек открытых. Это и детский мир, и наш строймаркет, торговый комплекс и так далее. Ровно 75 лет назад началась стратегическая операция советских войск по освобождению Сталинграда от немецких захватчиков. Операция по уничтожению армии Паулюса получила кодовое название «Кольцо». По ее завершении вражеские войска были окончательно разгромлены. Это был переломный момент Великой Отечественной войны. А Сталинград стал символом величайшего мужества. Бок о бок его защищали представители разных национальностей. Свое почетное место в этой истории заслужили ингуши.
Его имя знают почти в каждой семье. Николай Гайтукиев, ветеран Великой Отечественной, полковник, связист 680-го стрелкового полка. Сталинградская битва, в которой он принял активное участие, была переломным моментом в ходе всей войны. Именно тогда фашисты потеряли стратегическую инициативу. Полностью участник Сталинградской битвы. После Сталинградской битвы освобождал Россию, российскую территорию, потом польскую территорию. Польшу тоже освободил я. Вышли на немецкую территорию, где был я ранен. Ровно 75 лет назад началась стратегическая операция из советских войск под названием «Кольцо». Она сыграла решающую роль в освобождении Сталинграда от немецких фашистов. Силами Донского фронта под командованием генерала Константина Рокоссовского были разгромлены 22 дивизии противника, а также около 160 частей усиления из 6-й полевой и 4-й танковой армии вермахта. В плен сдалось 113 тысяч человек, из них 2500 офицеров, 24 генерала и 1 генерал-фельдмаршал. О долгожданной победе ветеран Гайтукиев узнал, находясь в госпитале. Узнал от всех, когда народ радовался, я в госпитале находился. И вот это вот узнал от народа. Имена доблестных воинов Ингушетии, защитников Сталинграда, увековечены на стеле на Мамаевом кургане. Около сотни человек, наши земляки, героически погибшие в битве на Волге. К списку имен за последний год добавилось еще 3. Это Исмаил Аушев, Ахмед Лянов и Башир Кастуев. В числе тех, кто ценой собственной жизни стояли на защите Волжского рубежа, был и Исраил Талдеев. Ветерана уже нет в живых, однако память о нем незыблема. Первый тяжелый бой с неприятелем он принял, находясь в составе 94-го минометного полка. Их атаковали с воздуха стремительно и неожиданно. Батальон был полностью разбит, выжили только несколько человек, а вот сохранить в целостности все единицы артиллерии не удалось. Техники тигмалханнар юхяяр яр цутах халаат раненый борис дахник бяха дахник яхр швяр цутах юхту хуже из орудий целый яр горш техтусиш юхник дашихер охяр цхан полностью целый орудие дачи хачурах, орудие дае патроны, хама юхту я целый шаю ям хая. В той битве на Волге, проходившей 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 и ставшей впоследствии одной из ярчайших героических страниц в истории страны, на защиту города встало более 17 тысяч советских солдат, в том числе и 800 выходцев из Ингушетии. В Сталинградской битве, длившейся 200 дней и ночей, советские воины сражались в городе за каждый дом, улицу и квартал, проявляя невиданную стойкость, мужество и отвагу. Эта битва положила начало коренному перелому как в Великой Отечественной, так и во всей Второй мировой войне. 19 ноября Красная Армия перешла в наступление. Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов встретились. 6-я армия Паулюса обречена. Запасы топлива, боеприпасов и техники на исходе. 30-градусный мороз. 31 января 43-го Паулюс и его армия капитулировали. У стен сталелитейного цеха тракторного завода дали залп. Это был последний и победный залп Сталинградской битвы. Кроме тех, чьи имена увековечены на Мамаевом кургане, в Сталинградской битве участвовали сотни ингушей, в их числе и Магомед Албагачиев. Вдова ветерана Тамара о боевом пути супруга практически ничего не знает, о пройденных испытаниях он никогда не любил рассказывать. Известно, что в одном из сражений у села Анастасиевка под Ростовом-на-Дону Магомед был сильно ранен. С поля боя его вынес Магомед Чатчаев. Впоследствии видный государственный деятель Карачаево-Черкесии и депутат Верховного Совета СССР, а на тот момент комиссар кавалерийского полка. Раны войны долго не заживали, Магомеда Албагачиева не стало в 1970 году. Ушел из жизни ветеран после продолжительной болезни. Его имя вместе со многими другими на вечную память вписано в мемориальную плиту на территории историко-мемориального музея-заповедника в Волгограде. Мадина Пугоева, Новости 24. Операция «Кольцо» сыграла решающую роль в освобождении Сталинграда. Об этом написал в своем инстаграм глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Руководитель субъекта отметил, что в Сталинградской битве участвовали сотни выходцев из Ингушетии, а имена 87 из них увековечены на Мамаевом кургане. Напомним, в феврале 2013 года в рамках общероссийских мероприятий по празднованию 70-летия освобождения Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков на Мамаевом кургане состоялось торжественное открытие стелы с именами уроженцев Ингушетии, защитников города, многие из которых геройски погибли.
На первом в этом году заседании Совета парламента Республики депутаты утвердили примерный план работы в период весенней сессии 2018 года. В планах у парламентариев принять 21 республиканский законопроект, 6 заслушиваний ежегодных отчетов министерств и ведомств, 4 заслушивания информации по реализации майских указов президента России. По реализации основных направлений деятельности комитетов планируется провести 16 мероприятий. Важным направлением деятельности Народного собрания весеннюю сессию станет выстраивание межпарламентских связей. 25 тонн гуманитарной помощи от Ингушетии получат жители Сирийской Арабской Республики в этот вторник. Об этом сегодня сообщил помощник-советник главы Ингушетии Луай Юсеф. По его словам, гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов, школьных и постельных принадлежностей получат семьи погибших солдат Сирийской Республики. Примечательно, что раздавать гумпомощь будут военнослужащие батальоны Министерства обороны России из Ингушетии. В ходе встречи глава Ингушетии отметил, что отправка гуманитарной помощи власти республики хотели поддержать людей, оказавшихся в трудном положении. Не только российская армия, сирийская армия, и гуманитарная помощь для граждан, пострадавших, особенно для детей, и школьные принадлежности. Это от народа Ингушетии, не от меня, от народа Ингушетии. И наш народ, он было время, тоже нуждался в этой помощи. Да. И нам тоже помощь поставляли из братских народов Казахстана, Татарстана, других народов, нам тоже предоставляли эту помощь. Поэтому, конечно, мы помним, не понаслышке, как тяжело быть там в нужде, и как эта помощь оказывается таким хорошим подспорьем для людей. Единственная просьба к вам, мы раньше об этом говорили, когда поедете, когда будете раздавать, чтобы это адресно дошла эта помощь. Обязательно. До людей дошла эта помощь, чтобы люди получили конкретно, там, особенно, как мы говорим, семьи погибших сотрудников, военнослужащих сирийской армии, простых граждан, священнослужителей. Везде это все, там, помощь раздайте, и от нас огромная помощь передать. Гуманитарная помощь уже доставлена в Дамаске, потому что мы прилетели в город Латакия, Хмими. И доложил также, что я в воскресенье улетаю уже, чтобы раздавать эту помощь детям погибшим и нуждающим, и пострадавшим от войны в Сирии. Очень большой благодарность мы уже видим и от населения Сирии, и от властной структуры, именно что республики посылают эту помощь. И также то, что сейчас эта помощь будем раздавать совместно с батальоном военной полиции из Республики Ингушетии. Это большой мудрость был Владимира Владимировича Путина, что посылал туда российские граждане и мусульмане, сунниты. Это, конечно, большой, я посмотрел, большой хороший отзыв был от населения. И мы, когда ездим с ними, они видят нас все, поднимают руки, делают дуа. И поэтому мы решили с ними раздавать сейчас эту помощь совместно с посольством Российской Федерации в Дамаске. В общем, вот это самая основная наша миссия, которая была сейчас в Сирии. Последствия стихии ликвидированы, а жителям оказана помощь. 44 семьи из Икажева, пострадавшие в прошлом году от наводнения, получили дополнительную помощь по поручению правительства страны. Первый вице-премьер Багаудин Аздоев побывал в селении с инспекцией, проверил, как сейчас живут семьи, которые больше всего пострадали от стихии минувшим летом. Напомню, тогда по поручению главы региона была сформирована специальная комиссия по оценке ущерба. Какая помощь оказана пострадавшим, расскажет Светлана Томова. Айна Картоева – одна из пострадавших в наводнении минувшим летом. Следы от паводка в подтопленном старом доме все еще видны. Ее семье с малолетними детьми в тот день чудом удалось спастись. Необходимую материальную помощь пострадавшим оказали из резервного фонда правительства региона на первое время, а это каждой семье по 75 тысяч. Помимо этого, по ходатайству главы республики и правительств недавно выделены дополнительные средства по поручению правительства России каждой семье. К примеру, Картоева получили 880 тысяч. Для семьи, в котором 7 человек, это большое подспорье.
В результате сильных дождей в прошлом году пострадали большая часть жителей Икажева. Эпицентр стихий стала улица Бекова. Это самая низменная часть села, и сюда стекалась вся вода. Здесь проживают 44 семьи, и почти все они получили материальную помощь. Первый вице-премьер Багаудин Аздоев, общаясь с жителями, интересуется, все ли средства ими были получены и нет ли замечаний. Внимание, проблемный вопрос или ваш хавали? Тротуар скоростной бордюр. В семье Магомеда Бекова 9 человек. Его небольшой саманный дом в тот злополучный день значительно пострадал, но благодаря финансовой поддержке в размере больше 1 000 000 рублей ему удалось завершить работу в новом доме, в котором в скором времени он планирует справить новоселье. Почти 1,5 миллиона получила еще одна семья Картоевых. В этом дворе проживают 2 семьи. Благодаря помощи властей им удалось привести в надлежащий вид свои дома. Полностью Также Багаудин Аздоев проверил школу. Ремонт здесь практически завершен. Рабочие сейчас укладывают во дворе плитку. После наводнения была проложена новая дорога протяженностью свыше 1000 метров. Помимо этого построена дамба протяженностью 80 и шириной основания свыше 20 метров. Все работы проводились строго под контролем правительства республики. Мы можем смело сказать, что мы сегодня закончили весь процесс. Люди получили помощь и от федерального центра, и от главы субъекта. Здесь очень активно велись работы по сооружениям, по дамбе, по дороге. Мы здесь сделали 2 моста, полностью проложили асфальт, новые газовые трубы, водоснабжение, электричество сделали. Люди очень довольны. Словом, жители улицы Бекова зажили новой жизнью, и им теперь не страшно никакое наводнение. Новая дамба в случае стихий примет удар на себя, а вся необходимая помощь им уже оказана. Светлана Томова, Майрбек Миржоев, Новости 24. А вот семья Дидиговых из Насыркорта вот уже несколько лет борется со сыростью в доме. Жильцам даже пришлось переехать жить в вагончик, дабы не подхватить воспаление легких. На одном из выездов о тяжелых бытовых условиях семьи стало известно журналистам нашей телерадиокомпании, которые не остались в стороне и решили помочь справиться с бедой. Лейла Гайсанова продолжит. В таких условиях семья Дидиговых живет последние 10 лет. Сырость здесь в каждой комнате, и даже воздух ею пропитан. Отопления нет, одна старинная печка греет только 2 комнаты. Дидиговы – вынужденные переселенцы из Чеченской Республики. После приезда какое-то время жили в вагончике в Гамурзиево, потом построили дом. Но и он очень скоро стал особняком для легочных болезней. он обличок сағалада, ербоқ әхаде қалыра сырысты өсіқ. Моқ жуақ қалды, өшуақ. Қиуақсыз деген моқ жаст. Постоянно ходили, уздуақ, борт больницы буақ. Не болели из-за сырости. Чтобы избавиться от сырости, необходимо сделать облицовку дома, провести отопление и поменять крышу. На все это средств у Дидиговых нет. А у Алихана нет возможности их заработать, так как он один воспитывает больного сына. Мальчик после аварии, отцу приходится постоянно быть рядом с ним. О том, в какой ситуации находится семья, наша съемочная группа узнала на очередном выезде, где Алихан помогал другой, такой же малоимущей семье построить дом. Наша телерадиокомпания решила протянуть руку помощи.
Более 5000 кирпичей высшего сорта Нестеровского кирпичного завода привезли Дидиговым для облицовки дома. А поспособствовал такой помощи Бекхан Арапиев. Он подарил Алихану 1500 кирпичей. Остальное – подарок от коллектива НТРК «Ингушетия». Помочь облицовать дом уже обещали родственники и соседи. И, возможно, Дидиговы очень скоро вдохнут новую жизнь в старый дом. А глава семьи даже обещал пригласить нас на чашку чая. Лейла Гайсанова, Гапур Чахкиев, Новости 24. В Гамурзиевском округе по улице Ветеринарная завершено строительство канализационного коллектора. Работы начали в ноябре прошлого года, после обращения жителей в приемную главы с этой просьбой. Сейчас, когда строительство уже завершено, жители не могут нарадоваться, ведь этот коллектор – единственный трубопровод, который обеспечивает отток сточных вод по всей улице. Его общая протяженность более 1 километра. Через каждые 50 метров к нему подведены колодцы, благодаря которым местные жители могут подключиться к самому коллектору. Состояние плачевное было, потому что всем приходилось выкапывать ямы. Это все обходилось и дорого, и вывоз этого всего. В данный момент все, алхамдулилlah, все есть. Все. Хотелось бы поблагодарить нашему главе Владимиру Бекханову, Началась работа в начале ноября и до конца этого месяца, ноября, и мы закончили эту работу протяженностью около 1200 метров. Вот эта улица Ветеринарная охватывает еще Хамхоева и Сагова улица. И вроде работа сделана качественно, добросовестно. Жители, проживающие в данной улице, вроде довольны. Высокий профессионализм, большой опыт и признание. Вот уже 40 лет врач-эндокринолог Лилия Шишханова прилагает все свои силы, чтобы облегчить жизнь пациента. В ее копилке множество наград и дипломов, но самое главное – звание «Заслуженный работник здравоохранения России». В конце прошлого года ей присвоил президент России Владимир Путин, а вручил заслуженную награду глава республики Юнусбек Евкуров. Ринат Ичоева расскажет подробнее. Присвоение столь высокого звания «Заслуженный работник здравоохранения России» в зале славы администрации главы для Лилии Шишхановой особенно символично. Здесь на одной из колонн среди имен выдающихся деятелей указано имя ее брата Тамерлана Шишханова, лауреата Ленинской премии. Неудивительно, что и Лилия удостоилась большого признания. Вот уже 40 лет она не только помогает пациентам, но и отдает им самое главное – заботу и внимание. Самыми главными качествами в работе врача является профессионализм и доброта, потому что без профессионализма оказать медицинскую помощь на должном уровне невозможно, а доброта позволяет нам донести эти свои знания в процессе лечения больного и пропустить как-то через себя все его переживания, тяготы, его ощущения. Лилия Шишханова успевает за день принять более 30 больных. Из всех эндокринологов, работающих в диспансере, она единственная нейроэндокринолог. Скажите, как давно вы наблюдаетесь по поводу щитовидной железы? 7 лет. 7 лет. Да. Какие препараты вы принимаете? Чем лечитесь? После 14 лет работы в приспособленном здании в республиканском эндокринологическом диспансере 3 года назад они получили самый большой подарок – новые условия и высококачественное оборудование. Высокий профессионализм Лилии Шишхановой отметила и министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии диспансера. Будучи сама невропатологом, она наблюдала прием пациентки с заболеванием гипофиза, который проводила Лилия Шишханова. Чуть позже на совещании в правительстве региона она назвала ее специалистом высокого класса. 3-й год, как мы работаем в диспансере здесь, то есть во вновь отстроенном здании, в прекрасных условиях, за что хотелось бы сказать, выразить огромную благодарность руководству нашей республики, за то, что мы работаем в таких условиях и получили прекрасную материальную базу для реализации любых возможностей, которые нужны для работы в эндокринологии. Несмотря на огромный багаж знаний за плечами, Лилия Сасламбековна человек весьма скромный. Как признается заслуженный врач, самая ценная награда для нее вовсе не высокое звание, а благодарные и довольные пациенты, которые уходят отсюда счастливые и здоровые. Постоянно год, раз-два я к ней хожу, и она мне очень нравится. Опытная, образованная, объясняет так нежно, все понятливо. Когда я первый раз пришла в больницу, и у меня было направление к другому врачу,
Но она на меня посмотрела, говорит, больная женщина, говорит, вы моя больная. У меня была аденома гипофиза уже по лицу, по моим признакам. Она сразу определила, что у меня за болезнь. Ну, и с тех пор мне, короче, она очень помогла. Для многих врачей, работающих в эндокринологическом диспансере, Лилия Сасламбековна давно стала наставником. Всегда поможет, объяснит и подскажет. Коллеги считают, что звание заслуженного работника здравоохранения – успех всего эндокринологического диспансера. Мы гордимся, что мы работаем с таким замечательным человеком и врачом Лилией Сасламбековной. И на самом деле Лилия Сасламбековна заслуживает высокого звания в сфере здравоохранения. И мы сегодня очень рады, и мы считаем, что нам очень повезло, что мы работаем с таким специалистом и человеком. Лилия Сасламбековна у нас опытный доктор, работающий в здравоохранении много лет и являющийся удивительным, уникальным специалистом в нейроэндокринологии. Она из семьи врачей. У нее есть брат и сестры врачи. И надеемся, что она является уже и начинателем новой династии. Достижение, награды и признание – это все благодаря ее пациентам, говорит Лилия Шишханова. Именно они придают ей энергию и желание совершенствоваться дальше и достойно нести призвание врача. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24. В потребительскую корзину россиян собираются внести больше рыбных и мясных продуктов. Такое решение высказал министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин. Напомним, что потребительская корзина – это минимальный набор товаров и услуг, необходимый для жизни. По словам министра, она нуждается в пересмотре, поскольку качественный состав набора продуктов питания в ней отстает от норм здорового питания, утвержденных Минздравом в 2016 году. Согласно действующим нормам, за 30 дней россияне трудоспособного возраста употребляет около 15 килограмм овощей и фруктов, 11 килограмм мучных продуктов и столько же картофеля. И всего 5 килограмм мяса и 1 килограмм рыбы. Главная задача новой потребительской корзины – приблизить набор продуктов питания к оптимальному. Если раньше для льготного проезда в общественном транспорте пожилым людям приходилось предоставлять пенсионное удостоверение, то теперь у них появится свой именной билет. С 25 декабря правительство республики утвердило новый порядок оплаты проезда пенсионерам. Он разработан в соответствии с местным законодательством о мерах соцподдержки ветеранов труда и лиц, признанных пострадавшими от политической репрессии. Пассажиры, имеющие право льготного проезда на общественном транспорте, обязаны предъявлять удостоверение и билет при посадке в автобус. Билеты выдаются в отделах соцзащиты по месту жительства льготников. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий право пассажира на льготу. Новое здание для филиала централизованной библиотечной системы Малгобекского района построено в селении Верхние Очелуки. Прежде книжный фонд приходилось перемещать с места на место, так как у сельской библиотеки не было собственного помещения. Новое здание удалось построить благодаря инвестору. Залина Магушкова расскажет подробнее. Это книгохранилище. Сейчас вот эти ряды, которые мы проходим, здесь находится русская, советская литература. Книжный фонд библиотеки – это около 10 тысяч изданий практически всех жанров. Взять на время любимую книгу из библиотеки очень просто. Прежде нужно получить читальный билет. На 2-недельный срок разрешается взять сразу 5 книг. При желании это время можно продлить. Большим спросом пользуется русская литература, так называемая. Это литература дореволюционного периода. Классика, иными словами, классика всегда в чести, как для нашего населения, так и для всего мира. Наша русская классика, она всегда была в почете. Видите, как они у нас потрепались, эти книги, но это говорит о том, что читатель ими часто пользуется. Роза Чемхильгова вспоминает, как в 3 классе впервые посетила эту библиотеку. Теперь она учитель начальных классов и каждый раз своих первоклашек приводит сюда за первой книгой. Ведь интерес к чтению нужно прививать с самого детства. Как сегодня помню, любимый журнал наш был «Мурзилка», веселые картинки, детские журналы. Ну и с тех пор, и уже когда я стала уже работать в школе, я не теряла связь с нашей библиотекой, потому что и студентка здесь, у них очень фонд хороший, материал хороший, справочники. Ингушская литература у них хорошая была вот здесь именно. И поэтому я, соответственно, и провела своих учеников тоже сюда.
После открытия нового здания фонд библиотеки значительно пополнился благодаря читателям, которые поделились изданиями из личных коллекций. Свой вклад внесли и ингушские писатели, передали в дар библиотеке свои сборники и книги. Их расставят на отдельных стеллажах, которые должны привезти на этой неделе. Тем временем библиотека в новых условиях встречает своих преданных читателей. Порядка 40-50 читателей у нас бывает в день. Вот сейчас начнется учебный год, и я надеюсь, у нас будет толпа детей. А так, в прошедшем году 1200 читателей у нас было. Это несмотря на то, что фонд у нас был перевязан, мы ждали переезда, вот этот период разброда и шатаний, и поэтому у нас получилось меньше читателей, чем в другие годы. Но я надеюсь, мы наверстаем и даже перешагнем этот рубеж, который у нас был. Сельская библиотека, созданная еще в 1952 году, в новое здание переехала совсем недавно. До сих пор ее книжный фонд будто караван мигрировал по всему селу. У библиотеки не было своего постоянного помещения. Благодаря спонсорской помощи удалось построить просторное здание со светлым читальным залом и книгохранилищем, а также приобрести новую мебель. Я очень рада, что первые рабочие дни 2018 года для нашего села начались с открытия, особенно такого важного заведения для наших детей, для нас в частности, как библиотека. Гагиевы здесь за очередной стопкой книжек. Победители номинации «Сельская семья» Всероссийского конкурса «Семья России» серьезно увлекается чтением. Особенно любит творчество ингушского писателя Исыка Дзоева. Акрамат делится с его произведениями, познакомились в стенах библиотеки. Дети порой даже заучивают отрывки из его книг. Читай, познавай, изучай, развивайся. Это повеление Господа человеку. Аллах все за науку. Все от мала до старых, исполнил волю Всевышнего. Посещают библиотеку не только жители этого села, но и близлежащих. Чаще всего это студенты и школьники. В скором времени здесь планируют провести ряд книжных выставок, викторин, конкурсов и различных мероприятий, посвященных важным датам. Кроме того, в библиотеке будут проводиться встречи с ингушскими писателями. Залина Магушкова, Рахман Цуров, Новости 24. Футбол по-альпинистски. Звучит необычно и в то же время заманчиво. Гости в Джайрахском районе устроили настоящий донбайский футбол. Этот необычный вид спорта объединил в себе и футбол, и альпинизм. Правила игры довольно специфичны. Помимо того, что матч проходит на снегу, все игроки, включая вратаря, связаны между собой канатной веревкой. Впрочем, и названия своим командам игроки выбрали весьма оригинальные в честь знаменитых футбольных команд. В числе болельщиков побывал наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. 2018 год для нас по праву можно назвать футбольным, потому что именно в этом году в России пройдет чемпионат мира по этому виду спорта. Продемонстрировать свои навыки обращения с мячом именно в футбольной составляющей решили сегодня альпинисты, которые собрались в Джайрахском районе Горной Ингушетии. И, разумеется, задача выиграть Лигу чемпионов или Премьер-лигу в Англии или Италии перед этими ребятами не стоит. Максимум, который они собираются показать, это красивый и зрелищный футбол. Команды Реал Мадрид и Барселона выявляют лучшего. В стартовый состав попали не все участники. В донбайский футбол играть 11 человек не смогли бы просто физически. Поэтому игра 4 на 4. Ну и, разумеется, поле нестандартных размеров. Свистка не ждут, но с команды судьи, он же в числе игроков, матч начинается. На старт! Внимание! Матч! Первые минуты больше смеха и возни на снегу, нежели футбола. И игроки одной команды связаны друг с другом в лучших альпинистских традициях. Это еще не все. Участники не позволяют сопернику забить гол, потянув того за канат. Здесь все решает коллективная работа, однако забитые голы не заставляют себя долго ждать. Небольшой перерыв, чтобы перевести дух. Игроки делятся впечатлениями от старта. Симбиоз двух видов спорта, альпинизма и футбола, который вызывает бурю эмоций. Может быть, он когда-нибудь станет олимпийским, я надеюсь на это. Сегодня мы показали и сами поучаствовали в этом прекрасном мероприятии. Я думаю, что он будет даже, может быть, в Ингушетии. Мы начнем стартовать вот с этого вида спорта, развивать его, да, а почему бы нет? Давайте, все смелые решения всегда воодушевляют. Горная страна прекрасная, да, и вот этот футбол в связках, действительно, может быть, он и пойдет дальше. Игра продолжается уже в более активном темпе. Команды явно разогрелись, но стоит понимать, что в условиях высокогорья, да еще и с альп-снаряжением, в неудобной одежде усталость дает о себе знать. Один из игроков Барселоны считает, что у команды соперника было явное преимущество. Нужно обязательно организовать реванш. Игра сложилась негативно. Так играть нельзя.
они нечестно. Вот у них самый ценный член команды, это девушка Маша, да. Она сразу уловила, что мячом бить не обязательно, главное веревки дергать, да. И всех, кто у нас пытался забивать, она всех сражала своими секретными приемами. Собственно, меня сразили 3 раза, поэтому мы 3 гола и не забили. Маша во всем виновата, вот она. Реал Мадрид сегодня оказался сильнее своего соперника. Эти ребята приехали из разных регионов России, и возможность встретить Новый год в Ингушетии, да еще и с такой насыщенной туристической программой, для них большая удача. А что касается игры, то здесь ощущения незабываемые. Я вообще системный администратор, программист. Вот. Для меня альпинизм — это хобби такое, в общем, такой драйв, который я получаю от альпинизма, я не получаю нигде. Самое главное ведь не то, чтобы забить мячик. Мячик это забить, это дело второе. А самое главное — это почувствовать партнера. Этим донбасский футбол и хорош. В Ингушетию попал первый раз, очень очарован этим местом на Кавказе. Потому что Кавказ я достаточно давно знаю, в основном Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. Команда соперников у нас сильная, начали нас выигрывать, мы собрались, и после этого победил молодость. Это лишь один из насыщенных дней, что проводят в регионе гости, а совсем скоро ожидается новый поток туристов в преддверии чемпионата страны по альпинизму, который стартует в горах Ингушетии в конце месяца. Интерес к этому виду спорта заметно возрастает. Тамерлан Хамхоев, Гапур Чиркиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.